Ингушская сказка о Джигите и сверчке. В высокой, похожей на стрелу башне, жил юноша. Считал он, что достойнее его нету на свете. Одним ударом шашки срубал юноша сосну. На всем скаку выстрелом пробивал подброшенный заячий хвост, и скакун у него был настоящий огонь, а под башней в норке жил сверчок. Всего-то и было у сверчка, что его трехструнный дохчан-пандар. По соседству с этой башней стояла бедная сакля. В ней жили мать с дочерью. Про девушку из этой сакли все говорили только хорошее, и еще говорили, что только утренний воздух сравнится с ее свежестью, и только лицо еще не родившейся зари с ее лицом. И решил юноша из башни посвататься к ней. «Кто, кроме меня, достоин такой невесты?» — думал он. Вот как-то шла красавица за водой. Ранним утром это было, а парень ее на тропе поджидает, чтобы спросить согласие. Увидел издали, но сделал вид, что не замечает. И давай горцевать, ловкость своего коня показывать. А девушка остановилась и замерла. Думал он, она им любуется. Обрадовался. А потом краем глаза глянул. Что такое? Она совсем не на него смотрит. В другую сторону смотрит. Джигит подъехал ближе, и что же он видит? На нежном розовом лепестке цветущего шиповника стоит маленький сверчок. В овчинной папахе и латанной черкеске. Но стоит гордо и играет на своем дохчан-пандаре. А красавица смотрит на него, и губы ее шепчут «Еще, еще играй». От досады покраснел Джигит. «Что ты так смотришь на этого ничтожного, как будто это он лучший парень в горах? Вот смотри, что я с ним сделаю, кто он рядом со мной?» А потом направил своего коня на шиповник. Конь наступил копытом и раздавил сверчка вместе с цветком. «Вот», — говорит юноша, — «шаг моего коня, и ничего от него не осталось». А девушка подняла глаза, словно два озера, полные слез. Солнечный лучик в них нырнул и растворился. И ответила девушка удальцу: «Ты такой большой и сильный убил беззащитную красоту, а он не улетел, когда твой конь занес над ним копыта, он тебя не испугался. Маленький он, а сердце у него большое». А потом повернулась и пошла вверх по тропе. Как ты думаешь, пойдет она за этого парня замуж или нет?